Приветствую вас, друзья! Я Алевтина Стручкова, продюсер Московского фестиваля искусств «Арт-Маяк». Приглашаю вас насладиться отрывками из воспоминаний Александра Вертинского в обрамлении вальсов Фрица Крейслера в исполнении московских актеров и музыкантов. Мы влюблялись, писали девушкам стихи. Ломались перед ними, играя то в Дорианов Греев, то в лейтенантов Гланов по Кнуту Гамсуну. Острили, снобировали, гениальничали. И кружили их юные провинциальные головки. А теперь, перебирая в памяти все свои многочисленные любви, которые когда-то заполняли мою жизнь, когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал и переживал и мучился, я изумленно думаю, какой же я был дурак. Однажды знакомый мне по Киеву суфлер Волынский повел меня в бар. Было еще рано, часов 9 вечера. На высоком табурете у стойки сидела молодая красивая женщина. «Познакомьтесь», — сказал он, — «Валентина Санина». На меня медленно глянули безмятежно спокойные огромные голубые глаза с длинными ресницами. И узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в тяжелой золотой короне. У нее были чуть раскосые скулы, красиво изогнутый, немножко иронический рот. Кроме того, она еще была очень похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой-то гренадин и спокойно разглядывала меня, как змея кролика перед тем, как проглотить. Я понял, что погиб, но сдаваться без боя не собирался. Так же спокойно я разглядывал ее. На ней было черное, глухое, до горла закрытое платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. К сожалению, меня узнала публика, и через несколько минут уже окружили актеры, актрисы и разные люди. Меня тормошили, целовали, обнимали и расспрашивали. Это была обычная тогда картина моего появления в каком-нибудь публичном месте. Когда ажиотаж вокруг меня несколько поутих, Санина, иронически улыбаясь, сказала: «И вам не надоело все это?» «Что именно?» «Ну, это. Идолопоклонство». «Разумеется, надоело», — ответил я. «Я вот все мечтаю подыскать себе дублера». Она рассмеялась. «Бедненький, мне вас жаль. И давно это с вами?» «О, да, уже года 3. Она покачала головой. «Лечиться надо». «Чем?» «Не знаю. Чем-нибудь. В монастырь идите. Может быть, это поможет». «Еще чего», — удивился я.
Пойдемте лучше в зал. Уже начинается программа. Признаюсь, много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь нежно вспоминаемые мной женщины. Я пел концерты, ухаживал за Валентиной. Она была то резка со мной, то очень ласкова. И после дикой ссоры вдруг сама приходила ко мне просить прощения. «С чего это вы?» – подозрительно осведомлялся я. «Такую кротость на себя напустили». Она делала мученическое лицо, низко по-монашески кланялась в пояс и говорила: «Сегодня прощенное воскресенье. Надо просить у всех прощения. Простите Христа ради, если чем обидел». И хохотала, как сумасшедшая. Это она играла. Для практики. Иногда для практики она мне начинала что-нибудь рассказывать. Притом говорила взволнованным, можно даже сказать испуганным голосом: «Вы знаете, Вертиша, со мной сегодня был такой ужас, такой ужас!» Я сижу на бульваре, на скамейке и смотрю на клумбу роз. Помните ее? Против нашего театра. Ну вот, сижу, учу роль. Вдруг, тут зрачки ее глаз расширяются, руки вжимаются в грудь, она дрожит, будто до сих пор не может успокоиться. Вдруг я ощущаю, что на меня опускается какая-то огромная черная тень, понимаете? Страшная, зловещая тень. И я ощущаю, что это что-то неизбежное и роковое, понимаете? Я хочу вскочить, убежать, и вся холодею. Не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, меня словно приковало к скамейке. Я дико вскрикиваю, в ужасе закрываю лицо руками. «Так а что же это было?» — насмерть перепуганный спрашиваю я. Это был каштановый лист. Слава Богу. Я вытираю со лба холодный пот. Хорошо, что не балкон. Валентина окидывает меня сожалеющим взглядом. «Вы удивительно нечутки», — говорит она, холодно отворачиваясь. «И черт знает, почему вас считают поэтом и певцом женской души. Чурбан какой-то».
Помню, я был влюблен в одну девушку-медичку. Звали ее Кэт. Она была стройная, зеленоглазая, и брови ее были похожи на крылья ласточки. Долго продолжался наш поэтический платонический роман. Потом как-то оборвался сам собой. Через 30 лет, когда я, объехав весь свет, вернулся на родину, однажды в одном городке ко мне за кулисы перед концертом зашла крупная, суровая, черная женщина с усами. «Вы меня не помните?» – спросила она. «Нет», – чистосердечно признался я. «Меня зовут Кэт. Помните? Я Кэт». «Какая Кэт?» – спросил я. Дама вынула из сумочки мою маленькую моментальную уличную фотографию тех времен в широкополой испанской шляпе, где было написано: «Черные ласточки, зеленоглазый Кэт от ее вечного раба». Я вспомнил, и мне стало бесконечно грустно. «Я главный хирург местного госпиталя», — с достоинством сказала она. И я представил себе, как она кромсает человеческое тело. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил я. «Вы бы навеки оставались у меня в сердце черной ласточкой. А теперь вы убили черную ласточку моей юности навсегда». Да, у женщин не всегда хватает ума и такта в таких вещах.